Сборная России в очередной раз доказала свое превосходство на международной арене, завоевав второе общекомандное место на первенстве Европы среди юношей до 23 лет. Существенный вклад в эту победу внес воспитанник клуба «Ади Ахмат» Ислам Апиев. Самая тяжелая встреча была, наверное, полуфинальная встреча с грузином. Я знал этого грузина, но не думал, что так тяжело с ним пойдет. Я думал, полегче, я его выиграю, думал, уверенно. Видимо, недооценил я его. И в финале немножко силы не хватило так, больше раскрыться, больше баллов забрать. И с минимальным счетом выиграл тоже в финале 3-2. Все юные спортсмены, вернувшиеся победителями и призерами с первенств, приняли заслуженные награды из рук президента Федерации спортивной борьбы Республики Ингушетии Руслана Белхароева. В ходе торжественной церемонии награждения в адрес спортсменов и их тренеров было сказано много добрых слов с пожеланиями новых побед и свершений. Просто надо терпеть здесь, через трудности пройти здесь. Ахма, вариант, любой. А мы через трудности пройти сюда, побед, Ты еще? Мы чествовали нашего спортсмена-чемпиона Европы до 23 лет Ислама Апиева. Спортивный клуб «Ади Ахмат» никогда не забывает своих спортсменов. Эти ребята выросли в этом клубе. Сейчас мы дали денежные поощрения, дали земельный участок Исламу. За этими достижениями стоит труд многих людей, которые не только физически и технико-тактически готовят атлета к борьбе, но и мотивируют его на успех. Настрой на поединок, железная воля, командный дух – все это слагаемые победы, без которых даже самый сильный атлет не сможет добиться желаемого. Благодаря этим качествам Ахмед Батажев и Байсар Евлоев дошли до финала первенства России, состоявшегося во Владимире, где им предстояло оспорить право сильнейшего в весовой категории до 80 килограмм. Однако этот поединок не состоялся ввиду травмы Байсара. Первая схватка у меня пошла не так уж и хорошо, немного подзабился, продышался. А уже все остальные схватки, остальные 3 схватки пошли уже довольно-таки хорошо. Особых проблем не было. Конечно, хотелось бы выиграть, стать первым, как так. Это Россия бывает только один раз в году. Но когда я узнал, что мой одноклубник, мой брат вышел из другой ветки в финал, не так уж обидно. Но расслабляться борцы не думают. Совсем скоро им предстоят новые турниры предолимпийской серии, куда они должны подойти на пике формы и продемонстрировать еще лучший результат. Борьба греко-римского стиля требует от спортсмена максимальной готовности, порой превосходящей привычный уровень нагрузки для дальнейшего роста атлета высокого класса. Харон Аздоев, Ислам Арапиев, Новости 24.